Қырым тарихында дәшетлі сәйфелер 1944 сенесі майыс 18 күні ярымаданын тамыр халқыны Қырым татарларына сүргін әттілер. Бұл күнлерден әнді 75 ел кечті, амма ескі яралар аляда сызлай. Бүгін Қырым жәмелерінде дуалар оқылды, венамаз қылына. Шымды Қырым Одислік педагогика университетінің яныдан Тыкленов абидесіне чечеклер қойылды. Бұл тәдбірде Қырым елбасшысы Сергей Аксенов, акимет векілері, студентлер, ожалар, ведин эрбаплары иштирак етті. Шынды менің янымда Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Руслан Исмаилович болынмақта. Руслан Исмаилович, ассаляму алейкум. Расскажите, насколько важно помнить и чтить память о погибших и какие условия сейчас создаются на полуострове для репатриантов? Память всегда останется об этих трагических страницах в жизни реабилитированных народов и, конечно же, всех крымчан. Это печальная история, которая коснулась судьбы целого народа, вот буквально исковеркала судьбы людей, разрушила семьи. Поэтому, конечно же, для нас это особая дата. И именно в эту дату, в пятилетие издания указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов, мы стали говорить о тех мерах, которые направлены на возрождение, на реабилитацию, потому что в период репрессий по отношению к репрессированным применялась такая мера, как поражение в правах, то есть люди были лишены не только крова, но и были ограничены в гражданских правах, что, конечно же, указ президента дает возможность через социально-экономические меры, через культурную реабилитацию дать возможность восполнить те утраты, которые коснулись каждого человека, каждой семьи и, конечно же, целого народа. Сегодня в республике и в муниципалитетах в целом на полуострове проводятся памятные мероприятия. Глава республики возложил совместно с членами правительства в Кипу цветы к памятнику Возрождения. В 11:30 будет важное мероприятие на станции Сюрень, где к завершению, буквально к концу года, мы сумеем сдать мемориальный комплекс. Это то место, эта станция, откуда большинство людей, большинство народа было незаконно депортировано, лишено собственной родины. И, конечно же, в 12 часов, наверное, это то, что стало особенным для всех крымчан. 5-й год в 12 часов дня решением межконфессионального совета будут молебны во всех мечетях, во всех храмах, во всех кинасах, синагогах, церквях, молитва о мире, о благополучии, о том, чтобы никогда в жизни ни один народ, ни одного человека подобное горе, подобная беда не коснулась. И, конечно же, веря в силу коллективной молитвы, еще раз пользуясь случаем, призываю всех крымчан мысленно, где бы они ни находились, помолиться о мире, о благополучии и, конечно же, вспомнить о тех людях, которые не дожили до реабилитации. Çok sağ olun Руслан Исмаилович. Hatırlatamız 18 Mayıs sürgünlük operasyası sabah erten başlandı ve çok olsa insanlara bir dakika verdiler. En kıymetli şeylerini toplamak, bu dehşetli ve korkunçlu şaraitlerde binlerce insanlar ilak oldu. Hatırlatamız şimdi epos iştirakçiler Süren Demir Yol stansiyasına, Bahçesaray rayonuna yol alacaklar. Anda esas hatıra merasimler geçecek.